Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что о вас говорят? Какие сплетни, разговоры ходят о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Птичка певчая. Птичка певчая. Вас слушают, вас любят слушать другие люди. Либо очень зависимо от того, что вы говорите. Вы обладаете неким влиянием на других людей. Вы, возможно, и сами того не понимаете, насколько сильно вы влияете на других, насколько сильно ваши слова влияют на других. А у кого-то еще отыграется, что вы вестник. Вот как вы говорите, так оно и происходит. И для многих людей это не просто информация, это предсказание. Предсказание, которое всегда сбывается. Люди на ваши предсказания реагируют по-разному. Кто-то прям нуждается в ваших предсказаниях, надеется, да, помощь, когда получают помощь. А другие, наоборот, очень сильно боятся услышать что-то от вас. Наверное, либо плохие люди, да, либо люди абсолютно бестолковые. То есть, когда тебе идет подсказка, ты ее боишься услышать, но это глупо. Если ты, конечно, сволочь, и тебе указывают на твои недостатки, рассказывают, чем это закончится, то, конечно, понятно, боятся услышать. Разговоров по поводу вас ходит очень много. И разговоры разные. Очень много негатива я вижу. Негатив от тех, кто завидует, и от тех, кто вас не понимает. Людям свойственно, да, бояться того, чего они не понимают. Вы вроде как бы и среди людей, но вы очень закрыты. То есть к вам приближены только лишь единицы. Как долго отбирали, да, селекционный путь. И, возможно, в вашем окружении, вот близкие там, друзья, приятели, их очень мало. Там 2-3 человека, и то не факт. Да? Возможно, вы вообще никому не верите, либо до конца никому не доверяете, и все в себе держите. Вот. С другими людьми вы держитесь на расстоянии вытянутой руки, ближе не подпускаете. И как бы человек там ни старался, вот, вы глухи к тому, что вам льстят, к тому, что вас хвалят, к тому, что вам там комплименты наворачивают, да, вы к этому глухи, вы это не воспринимаете, да, у вас нет к этому чувствительности. Вы сами про себя все знаете, знаете, кто вы, на что способны, что вам делать, чего вам не делать. И в советчиках вы не нуждаетесь. Также, мои хорошие, кто-то из вас носитель силы, сила, либо талант у кого-то еще, да, возможно, вы что-то умеете делать так, как другие люди не умеют. И даже предположить не могут, да, что так можно. Сюда тоже подходит. И это, знаете, будоражит и интригует умы людей. И понятно, что они начинают там придумывать всякие небылицы по поводу вас, что, дескать, это ничего особенного, да, что вам там просто там за красивые глаза все с неба падает, либо вы на содержании у кого-то находитесь. А другие начинают придумывать, что вы там ведьма, да, что вы душу дьяволу продали, что за это дьявол вам там дороги расчищает и талант вам дает, а по факту, ничего особенного, да, ничего особенного. Вот, и такое есть. Кстати, в семье вот у кого-то отыграется, что вас считают очень хитрым человеком. Человек, который сам себе на уме. И, скорее всего, это происходит, потому что вы немножко сепарировались от них. То есть либо что-то про них узнали, либо поняли, либо не хотите быть использованы, да, и вы сепарировались. И поэтому все таки она хитрая, она типа от семьи отделилась, либо от родственников отделилась.
А на самом деле вы просто хотите нормально жить, и чтобы никто вами не пользовался, да, и никто по вашим костям не поднимался. Да, вот это скорее всего. Возможно, отказали в помощи, да, либо там не стали кого-то содержать, опекать. Возможно, перестали в чем-то участвовать, да. Ну, потому что это какой-то, знаете, как бездонная бочка, да, бросай, и даже спасибо не услышишь эхом. Так, на работе у кого-то отыграется, что вы очень яркая личность и затмеваете неких людей. И эти люди неоднократно пытались что-то такое организовать, какие-то заговоры за вашей спиной, с целью вас, например, довести до увольнения, либо чтобы вы попали под увольнение, под сокращение. И тут я должна вам сказать, либо вы так мастерски выходите из всех этих передряг, либо за вами действительно стоят такие мощные силы, которые просто вот на корню зарубают, разрушают все эти планы. И вот от тех, кто хотел от вас избавиться, там уже, можно сказать, рожки и ножки остались, да, у них вообще ни на что нет сил. И, возможно, их было много, а сейчас вот пару человек всего лишь осталось, и то еле-еле держится. И еще показывают какого-то человека, который защиту на себя ставит именно конкретно от вас. Почему? Потому что человек, вот как по лбу несколько раз получил. Когда человек либо делал плохое, либо замышлял плохое, как будто бы по лбу его били, какие-то, да, удары судьбы получал, либо удары от высших сил. И человек, реально начал вас бояться. Конечно, считают, что вы исчадие ада, и что там за вами все бесы и черти стоят. А то, что он сам грешник, либо она сама грешница, такое в голову, конечно, не приходит. Да? Человек такой: я святой, я святая. Это меня там типа бесы мучают. На самом деле нет. Я вижу, что человек пытался вам навредить, и конкретно этого человека вот пару раз как по лбу дали. Может, не только по лбу, может, и по затылку дали, либо по темечку прилетело. Там разные могут быть вариации. Вот какой-то бывший мужчина еще здесь показан, который вас во всем винит, который из обиды, да, у него очень сильная обида на вас, потому что вы его раскусили, вы ему в лицо сказали, кто он такой и чего он стоит. И так и сказали, что я не хочу вообще пачкаться об тебя, да, никаких дел с тобой не хочу иметь, нам с тобой не по пути, ты отброс, да, ты просто отброс, ты не человек. Вот, попали в больное место, а он-то надеялся, что он будет вами там крутить, вертеть, манипулировать, что вы у него в кармане сидите, а вы вот взяли и вот так жестко взбрыкнули, да. И еще и как-то его, знаете, вот как перекинули через себя, через голову перекинули. Вот кто занимался боевыми искусствами, да, вот какой-то такой бросок через голову. Вот, долго приходил в себя и решил мстить. И вот любой слушатель, да, даже вот люди вообще незнакомые, да, впервые в жизни он их видит, он сразу начинает разговор с того, что он начинает жаловаться и рассказывать вот про вас, называет ваше имя, фамилию, где вы приблизительно живете, либо в каком вы городе живете. Вот какая вы ужасная, страшная женщина, и как вы этого бедного, да, погубили мужчину, как вы забрали у него там лучшие годы жизни, как вы там им пользовались. В общем, разнос, да, идет. И уже люди на него смотрят, как на больного, и думают, реально какой-то ненормальный. Просто это, странно и страшно, да, когда мужчина такие плохие вещи про женщину говорит. Даже если они вас не знают, даже если они его не знают. То есть это ненормально, это уже характеристика мужчины, раз он позволяет себе говорить такие плохие вещи про женщину. Неважно, какая вы, да, вот одно это уже огромный минус. А он этого не понимает, он такой: и давай дальше там рассказывать. И еще в своей семье, либо своим родственникам он тоже про вас плохие вещи сказал. И родственники ему поверили. На вас заочно обижаются родственники этого мужчины. Считают, что вы действительно очень такая коварная, разрушили ему жизнь. На самом деле это он хотел разрушить вам жизнь. И то, что вы от него избавились, вы просто себя спасали. Вот и все. А его родственники на вас обижаются. Может быть, когда-нибудь до них дойдет, да? Какой кретин у них там в родственниках ходит. А может и не дойдет, может они сами такие, да? Тоже может быть. И еще
Здесь вот показывают двух женщин. И эти две женщины, они между собой постоянно про вас говорят. Я не могу сказать, кем они вам приходятся, но явно у них вот тема номер один — это вы, и обсудить, что там, как вы, да, что в жизни у вас, как вы живете, с кем вы живете. И эти две женщины, они никогда в лицо вам ничего плохого не скажут и будут отрицать до последнего, но при этом постоянно про вас они говорят плохое. То есть они там вас обсуждают за внешний вид, за образ жизни, за там семью. Если есть дети, что типа дети у вас какие-то не такие невоспитанные, либо там еще какие-то, да, хотя вас за это обсуждать вообще нельзя. И если у вас есть семья и дети, то ваши дети самые счастливые, потому что вы по натуре императрица. Вы не только любите, но и оберегаете, защищаете. Вы буквально создаете для тех, кого вы любите, тепличные условия, самые лучшие условия. Вы человек, который очень грамотно воспитывает своих детей, человек, которого дети любят и уважают. И это прям главное. Вот. Ну, не имеют они права. И, кстати, у одной из этих женщин, скорее всего, есть либо ребенок, либо дети, и эти дети постоянно болеют. И болеют они только лишь потому, что она постоянно трогает вас, либо гадости говорит про вас и про ваших детей. Она говорит плохое, и оно к ней возвращается. Оно к ней возвращается точно. Что по поводу вас? Ну вот с детства вы себя ощущали какой-то другой, чужой, иной. Вам, наверное, не совсем подходили те условия, в которых вы жили. Но опять же, вот со сверстниками вам как-то было не очень интересно. Либо наоборот, да, вы тянулись к более старшим людям, потому что там интересные темы, интересные диалоги. А что с детьми? Да? Как-то не очень было вам. И еще вижу, что вы всегда как будто бы опережали своих сверстников. Прям сильно опережали в развитии. Там, раньше всех вы стали думать о серьезных вещах, рассуждать. Может, раньше всех вы там начали читать, писать, кто-то начал читать серьезные книги. Либо чем-то интересоваться, чем дети, например, там попозже интересуются. И еще вижу, что очень часто вас с кем-то сравнивали, причем это сравнение было абсолютно необъективным. Не могу сказать, с кем сравнивали, кто сравнивал, но это было максимально необъективно. Это было, во-первых, и неправильно, во-вторых, необъективно, и в-третьих, вообще никакого отношения к вам не имело. То есть вас так хотели то ли задеть, то ли обидеть, то ли подчинить себе, да, вот как взять вас в управление. Но вы всегда были очень свободолюбивым человеком. Вы никому не позволите собой управлять, садиться себе на голову. Никому. Ни родному, ни чужому, никому. Даже правительству не разрешите. Никому не разрешите. И в этом ваша сила, и в этом ваша стойкость. Вас невозможно сломать. Вы обладаете достаточной гибкостью, чтобы выдержать угол наклона. Но при этом, когда вы назад возвращаетесь, да, у вас такая сила, что вы любого собьете с ног. Вот. Тут как бы и стойкость, и гибкость. И все это в одной вас сфокусировано, да, вы этим обладаете. Другие люди, они либо стойкие, либо гибкие. Кто-то ломается, кто-то прогибается, да, потом уже назад не возвращается. А у вас есть и стойкость, и гибкость. А еще я вижу, что вы обладаете каким-то как суперсвойством, наверное, адаптироваться и находить выход из самой тупиковой и сложной ситуации. Что-то дается легко и быстро, а над чем-то прям конкретно нужно посидеть и подумать. Да? Вы как некий такой талантливый, я бы даже сказала, гениальный кризис-менеджер. Для вас нет ничего невозможного. Кто-то с отчаяния будет сидеть слезы лить, а кто-то головой об стенку биться. Вы же походите, подумаете и придумаете выход, и, возможно, даже не один, да, либо не одно решение задачи.
Вот есть это у вас, есть. Вот никто не учил, никто не преподавал, никто не показывал, но оно у вас есть, и причем есть от рождения. Возможно, и в детстве вы решали очень сложные задачи, либо находили выход из самых тупиковых ситуаций. Возможно, родителям даже помогали. Это было, это всегда было. Просто никогда вам никто не говорил, что это особый талант, либо ваша суперсила. Либо относились как данность, типа так и должно быть, либо наоборот ставили под сомнение и даже не хотели слушать. А потом возвращались, как будто бы это они сами придумали, да, вашими идеями и мыслями пользовались. Я вижу, что вы очень многое умеете делать. И большинство своих способностей, да, не способностей, а, как сказать, навыков, да, вы обучились самостоятельно. По книгам, по видео, у кого-то увидели, да, попробовали, потом напрактиковались. Это тоже говорит о том, что вы очень выдающийся человек. Потому что есть люди, которые будут годами обучаться, грызть этот гранит науки и все равно ни хрена не выучат. А вам оно как-то легко дается. Главное условие, чтобы вам это было интересно, либо вам это было нужно в моменте. Вот тогда прям вообще раз-два, и вы все освоили, усвоили, еще и вышли на самый высокий уровень. Что касается работы, вам бы очень хорошо подошло работать с людьми. Причем в любой сфере, там, где вот именно человекопоток есть. Это клиенты, это покупатели, это заказчики, это, возможно, там бьюти-сфера, да, продажи, какие-то услуги. Вот вам бы это очень хорошо зашло. Почему? Потому что есть сила в вашем голосе. Вас приятно слушать. Вы очень грамотный человек. Вы человек, который, вот к любому найдете ключик. Многие считают это дьявольским очарованием. А я вижу, что это такой врожденный талант видеть, чувствовать людей и давать людям то, что человеку необходимо. К разным людям вы по-разному относитесь, по-разному ведете себя, и подход, да, свой каждому человеку. И если вас спросить, откуда у тебя это знание, вы скорее всего, не ответите. Вы с этим знанием просто родились. И поэтому что отвечать? Да, я такая от рождения, все, точка. Понятно, что никто не поверит, возможно, вы и сами себе не верите, но оно есть. Еще вас не любят за вашу честность. Вы тот человек, который не станет лукавить и врать. Вы человек, который говорит прямо, четко и по делу. Вы, возможно, можете что-то не сказать, но прям конкретно там врать, лукавить, обманывать вы никогда не будете. Это неприемлемо для вас, и за это вас не любят. Не любят за прямолинейность, за честность. Особенно не любят эти мошенники, лжецы, обманщики. Вот они вас прям вообще терпеть не могут за это. Хотя, да, в душе завидуют. Завидуют, потому что они не могут не врать, а вы, наоборот, не можете врать. Вот как-то так мне идет. Так, еще очень часто говорят про вашу внешность, про то, как вы выглядите. Тут и внешние данные, лицо, тело, волосы, и также то, как вы одеваетесь, да, макияж, одежда, прическа. Кто-то говорит, что вы слишком молодитесь, кто-то говорит, что вы там на ботоксе, на всяких филлерах, шмиллерах сидите, а кто-то говорит, что вы образец для подражания, что вы очень стильная, красивая женщина, которая действительно следит за собой и выглядит достойно. Да? Вот с вас нужно брать пример. Про то, что вы достойно выглядите, на самом деле говорит очень мало людей. Но про то, что вы там на себя денег не жалеете, что вы там у косметолога все время живете, и что вы молодитесь, очень много людей говорит. Это, скорее всего, женщины, большинство женщин, да, и говорят они потому, что вам завидуют, потому что им косметологи так не помогают, да, потому что у них нет такого качества кожи, у них нет такой фигуры, у них нет такого цвета лица, у них нет чувства вкуса, как у вас есть, да, поэтому им предпочтительнее вас топить, чем, например, признать, что вы от природы очень молодо выглядите, опять же, следите за собой, там, правильно питаетесь, у вас правильная
уходовая косметика. Возможно, вы и не ставите себе никакой ни ботокс, ни филлер, просто от природы так выглядите. Да? Умеете за собой следить, бережливое отношение к коже. Да? Возможно, вы там спите в полусите, да, чтобы там лицо не мялось. Возможно, вы спортом занимаетесь регулярно, чтобы быть в тонусе. У кого-то вот, да, врожденное чувство стиля и вкуса. Но опять же, ну что, вы в этом виноваты? Нет, вы не виноваты, вы просто родились. Ну, не все могут обладать этим качеством, но кто обладает, они всегда очень шикарно выглядят. И многие из этих людей посвятили себя миру искусства, красоты, моды. Да, стилисты, например. Кстати, возможно, вы пробовали себя в этом направлении, но там, конечно, жесть. В этом направлении побеждает не тот, кто талантлив, а тот, у кого связи есть, да? Скорее всего, так было. Ну, к сожалению, да, мир именно так построен. Так, еще. Очень часто людям хочется про вас узнать все, потому что вы им загадочной очень кажетесь. Да? Вы женщина-загадка. Вы женщина, которая ни на кого не похожа. И вот действительно хочется узнать, как вы этого добились, как вы добились своего профессионализма, как вы добились, там, что у вас дома все там чистое, блестит, сверкает, там уютно, невероятно, где вы научились готовить, как вы воспитываете своих детей, как вы строите отношения с мужчинами, да, ну вот есть такое. И люди, движимые этим любопытством, начинают с друг другом общаться, там, пересуды, домыслы, скорее всего, больше домыслы, и придумывают, да, очень много придуманного про вас, очень много баек про вас каких-то, да, даже, я бы сказала, легенд неких ходит. Какие-то вы слышали, знаете, какие-то вас прям улыбают, вы думаете, вот фантазия, да, без границ. Неужели это про меня? Ну, а некоторые вас расстраивают, да, разговоры. Я не могу сказать, что вам важно мнение других людей. Скорее всего, оно вам не настолько важно, сколько вас расстраивает то, что люди вот настолько никчемные, настолько они ограниченные, что вместо того, чтобы продвигать себя и улучшать свое качество жизни, они тратят время на то, чтобы придумывать глупости про вас. Да? Подошел бы к вам человек, спросил бы честно, да, научи, вы бы подсказали, вы бы не стали жаться, вы бы подсказали. Вот. А когда человек там начинает придумывать и гадости рассказывать, конечно, это некрасиво и неудобно. Вижу, что в своей жизни вы с несколькими людьми просто вот очень жестко попрощались. Жестко и бесповоротно. Вот как отсекли от себя. Вы не тот человек, который будет предлагать там второй, 10-й шанс. Вы горьким опытом научены. Вы понимаете, что если человек позволяет себе, да, какие-то нехорошие вещи, то ситуация будет только лишь становиться хуже, усугубляться, но никак не меняться в лучшую сторону. Вот. Больше вы шансов не даете. Кстати, правильно делаете. За это вас называют очень жесткой. Кстати, вот кого-то из вас прям холодной называют, либо снежной, не знаю, что-то вот с холодом связано, с зимой. Вот прям так и называют. Вот как кличка у вас, наверное, какая-то, либо никнейм. Вот. И вы у людей ассоциируетесь с холодной, неприступной силой и красотой. Да, что вот, особенно вот мужчины, да, они такие красивые, желанные, но к ней не подойти, иначе там непонятно, что с тобой будет, да, что вы сделаете. Я вижу, что у вас взгляд есть, когда вы этим взглядом смотрите, людям сложно врать вам. Люди начинают теряться. То есть взгляд такой, знаете, пронизывающий, как рентген, да, вот в человека смотрите, вглубь человека. И тот, кто обманывает, начинает ерзать, елозить, дергаться, вот как-то, знаете, паниковать, я бы даже сказала. Не может смотреть вам в глаза, и сложно дальше продолжать разговор. Вам бы вот это следователем хорошо было бы быть, да, все бы преступления раскрыли, все бы преступники сидели в тюрьме.
Ну, кому-то это вообще прям не подходит, да, то, что вы, ну, вам нельзя соврать, да. Есть люди, которые вообще построили свою жизнь на лжи. И, конечно, им это не подходит, боятся вас, побаиваются, стараются лишний раз там не встречаться, не пересекаться. Ну, боятся, скорее всего, разоблачения. Ну, как бы есть такое. Я не могу сказать, что вы полезете на рожон, что вы пойдете там всех разоблачать. Нет. Вы, скорее всего, живете своей жизнью. Если не лезут к вам, то и вы к другим не лезете, да, то вы и отвечать не будете. Раньше вы были другой. Раньше вы могли там, не знаю, с голыми руками, там, на амбразуру, там, с голой грудью, одна против всех, да, там, боролись как могли. И побеждали, как боженька даст, да. Но со временем вы начали понимать, что не стоит себя так сильно растрачивать, да, особенно на других людей. И как бы нужно жить в меру, да. Вот для себя, для своей семьи, конечно, вы за цену не постоите, вы пойдете на любые меры. Вот. А если какие-то другие посторонние люди, вещи, то там вы уже можете и рукой махнуть и просто отвернуться. Не всем нужно помогать, не все достойны того, чтобы им помогали. Вот вижу, что животных очень любите. За это, кстати, тоже вас осуждают. Знаете, какие обвинения, что вот вы там типа с животными, а животные переносчики инфекций, там, особенно бродячие животные, уличные животные. Нет бы сказать, да, вот она какая умничка, какое сердце доброе, помогает нашим братьям меньшим. Надо как-то тоже свою лепту внести. Понятно, что не все люди могут, не все, но там можно денег дать, да, например, вам же, чтобы вы там неким животным купили корм, либо там, не знаю, ветеринара оплатили. Понимаете? А люди вот начинают, значит, они сами не могут и начинают придумывать, что вот зараза, да, переносчики заразы, и вы типа помогаете их распространению этих животных, размножению, и через вас может там заразы передавать. Ну, какие-то гадости говорят глупые, никчемные люди. Сами они зараза, и сами они переносчики. Не только заразы, но и дебилизма. Вот. Что вы должны знать? Вы должны знать, что в глазах высших сил вы очень достойный человек. И в глазах высших сил вы заслужили некие события, которые были вам не по судьбе. То есть ваша судьба, она была далека от тех событий, которые вы себе заслужили. То, что вы себе заслужили, оно как награда мне идет, как некие шансы и возможности, которые редко кому даются. Да? Редко. Это с такой судьбой нужно родиться. А вы себе это заслужили. И также я вижу, что следующий этап вашей жизни, либо следующий год вашей жизни, год календарный, либо день рождения, да, когда у вас день рождения, следующий ваш день рождения, он будет очень фееричный, вот как раз-таки ваша награда вас найдет. И это не что-то одно, там несколько событий, либо череда событий. И вы это заслужили, да, вы заслужили себе это. Единственное, что об этом не стоит распространяться, хотя вы достаточно молчаливый, скромный человек, и не стоит ни с кем этим делиться, потому что, это вы себе заслужили. Вы себе, понимаете? А если вы делитесь с людьми, которые вообще недостойны, то могут забрать. Вот это тоже вы должны понимать. Это сугубо вам, для вас, ваше. Все, точка, пользуйтесь. Ваше, вашей семьи. Но никого к этому не приобщайте. Там каких-то подружек, знакомых, да, тех, кто придет там просить, да, никого приобщать не стоит. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.